муниципального управления МВД России Якутска состоялось торжественное чествование ветеранов, посвященное Дню Великой Победы. Огромная цена была заплачена нашим народом за эту победу. Героическим были не только победы на фронте, героическим был труд в тылу. Я желаю вам здоровья, счастья, благополучия. С праздником, дорогие ветераны! Жди меня, я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, в тот путь скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Низкий поклон ветеранам. Ветераны обладают каким-то особенным чувством оптимизма. У вас всегда хорошее настроение, вы даже еще нас поддерживаете в трудную минуту. И вот эта вот преемственность поколений, она через вас и передается нам, борется с молодым сотрудникам. И, конечно, очень большой вклад вносите в патриотическое воспитание наших молодых сотрудников органов внутренних дел. Поэтому большое вам огромное спасибо за вашу работу. Великим праздником! С праздником 70-летия Победы! Руководством Центра профессиональной подготовки МВД по Республике Саха-Якутия проведен конкурс «Равнение на победу», в котором приняли участие слушатели Центра. Хочу сказать, что наши ребята, они не профессиональные артисты, но они вложили всю душу. Держите их бурными аплодисментами и не судите строго. Офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь. Вы будьте высокими, не жалея ни пуль, ни гранат. И себя не щадите, и все-таки постарайтесь вернуться назад. Дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а побегать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А побегать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Ветеран тыла Юрий Иннокентьевич Осипов родился в деревне Тасагар Вилюйского района Я. АССР 15 июля 1930 года. Там же окончил 7 классов. Трудовую деятельность начал в 8-летнем возрасте погонщиков быков на покосе и на весенних посевных работах. Став постарше, стал работать пастухом в колхозе. Так и проработал всю войну. Был разнорабочим. После войны в 1947 году в 17-летнем возрасте поставили работать кладовщиком. На фронте у Юрия Иннокентьевича погибли 2 старших брата. В 1949 году его призвали в ряды советской армии. Отслужил во внутренних войсках МВД в Магаданской области стрелком. В 1953 году демобилизовался и по комсомольской путевке поступил на работу в милицию в отдел службы, имея звание старшины. На пенсию ушел в 1980 году. Вместе с женой вырастили 5 сыновей. 2 из них тоже отслужили в органах внутренних дел республики на различных должностях и ушли на пенсию. В настоящее время внук Юрия Осипова Геннадий также служит в столичной полиции в рядах неведомственной охраны. Сейчас Юрия Иннокентьевича подводит здоровье. Любимая жена, с которой в этом году они будут справлять бриллиантовую свадьбу, стала для него вторым «я» и даже выразителем мыслей из-за того, что появились проблемы с речью. Приближали как могли этот день победы. Ветеран войны, подполковник милиции в отставке Василий Прокопьевич Кузнецов родился в селе Кылах Алекминского района. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 15 лет. Спустя 3 военных года 18-летнего паренька призвали в Красную армию.
С 9 августа 1944 года в составе 27-й отдельной мотострелковой бригады принимал участие в боях с Японией на территории Республики Китай. Освобождая Китай от японских империалистов, с боями дошел до города Галчан. Там 3 сентября 1945 года было объявлено о капитуляции японской армии и окончании войны. Но в связи с вступлением американской армии в Корею Василий Кузнецов вернулся в родную Якутию лишь через 5 лет, демобилизовавшись только в октябре 1950 года. В нелегкие послевоенные годы приходилось не только работать, но и наверстывать упущенное в образовании. По окончании юридической школы был направлен на работу в милицию, служил участковым. Несмотря на преклонный возраст и выпавшие на его долю невзгоды, у Василия Прокопьевича чистый взгляд и светлое доброе лицо. Благодаря нашим ветеранам для многих поколений сотрудников органов внутренних дел есть примеры достойно пройденного жизненного пути. Ветеран тыла Федор Афанасьевич Кузьмин родился 22 октября 1929 года в селе Чакыр Чурапчинского улуса, ветеран конвойной службы МВД Якутии, кавалер ордена Красной Звезды, старшина милиции. Во время войны многих его земляков отправляли на фронт. В эти страшные годы работали все, от мала до велика. Всю войну он проработал в колхозе родного Чурапчинского улуса. Большую часть продукции колхоз отправлял на фронт. Через год 16-летнему пареньку вручили медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Потом призвали в армию. Служил в гвардейском полку на Курильских островах. После демобилизации в 1952 году поступил в конвойный взвод МВД, где служил до самой пенсии. За плечами ветерана милиции Федора Афанасьевича Кузьмина 40 лет службы в милиции. За годы самоотверженной работы он удостоен ордена Красной Звезды, 17 медалей, занесен в книгу «Почта МВД ЯССР». Отмечен еще многими наградами МВД Якутии. С женой Надеждой Степановной вырастили 4 сыновей. В прошлом году сыграли бриллиантовую свадьбу. Несмотря на то, что уже подводит здоровье, Федор Афанасьевич держится молодцом. Он прожил большую, трудную, счастливую жизнь, которая должна служить примером для будущих поколений. Семен Акимович Строев родился 7 сентября 1935 года в деревне Батамай Орджоникидзевского района. Помнит, что в военное время все очень много работали и было голодно. В 1954 году призвался в армию, служил 3 года в Приморском крае разведчиком-наблюдателем. После демобилизации сразу же в военкомате ему предложили по комсомольской путевке пойти работать в милицию. Начал свою службу в ППС, а по вечерам ходил заниматься в автошколу. Армия дала сильное желание изучать технику. Стал водителем в уголовном розыске, ездил на 5-местном ГАЗ-69, потом в ППС водителем патрульной машины. Научился преследовать нарушителей с погашенными фарами. Когда свет внезапно включался перед самым носом у подозреваемых, действовало это ошеломляюще. В 1997 году Семен Акимович ушел на пенсию в звании прапорщика. Еще в 1977 году за успехи в службе был награжден орденом Знака почета. Заслужил звание «Отличник милиции», медали за 10, 15 и 20 лет безупречной службы. С женой Зоей Васильевной сыграли золотую свадьбу. Они вырастили 2 детей, есть 1 внук. Участник войны Семен Иванович Колтовской родился 14 сентября 1922 года в Вилюйском улусе в деревне Мостах. В годы войны был бригадиром колхоза. В армию призвался в 1944 году и участвовал в войне с Японией. Часть, в которой он служил, стояла в центре Китая, в городе Жиха. В декабре 1945 года, выполняя боевое задание, Семен Иванович был тяжело ранен, пролежал в госпитале 6 месяцев и должен был получить инвалидность. К тому времени его часть была ликвидирована, но он отказался от демобилизации по инвалидности и остался в госпитале, где прослужил операционным санитаром до 1950 года. После службы поехал домой, но из-за того, что река обмелела, долго не мог уехать из Якутска в Вилюйск. Здесь его пригласили в горком комсомола и направили на работу в Министерство государственной безопасности. Когда проходил медкомиссию, переживал, что из-за ранений его забракуют, но врачи признали Семена Ивановича годным к строевой службе.
3 года он проработал постовым в первом городском отделении милиции, затем перешел в подразделение по охране особо важных объектов. Через год Семен Колтовской стал командиром этого подразделения и прослужил в этой должности 25 лет. Всю жизнь Семен Иванович ведет активный образ жизни. Он журналист, пишет стихи на якутском языке. 6 мая 2012 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Петр Афанасьевич Строев, легендарный дядя Петя. Он родился 12 июля 1928 года в селе Батамай, работал в колхозе, затем призвался в армию. Когда началась война в Корее, был артиллеристом-зенитчиком, ранен осколком в ногу. После демобилизации направлен в милицию, где прослужил 53 года. Награжден орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны первой степени, медалями. Сейчас Петр Афанасьевич навечно зачислен в ряды бессмертного полка Якутии. Ну и якутские здесь все знают то, что я проработал в милиции 53 года. Никто столько, ни один начальник не проработал столько года. И вот за этот период года я воспитал личным составом. Ходил как два брата все равно. Подсказывал, учил. Все, чтобы было. И сейчас встречается, обнимает, целуемся. Вот. Я работал, в свое время участковым работал. Потом уголовно-розыский работал. И на ведение общественного порядка милиционером, как говорится, милиционером работал. Дзержинского 14, жил до Аркалахи 7 километров. Наша тогда, те времена, было против крытая рынка Охотская 8. Там работал я. Тогда машинотранспорта-то не было здесь. Как говорится, кони и бык. Больше ничего нет такого. И пешком все ходили. Пешком. Вот. В общем, работа моя хорошая, мне было очень трудно. Но молодой я не соображал. Пахал как Папа Карло все равно. С людьми, раскрываемость, грабеж, кража, убийство. Вот. Желаю молодым нашим работникам милиции, как говорится, чтобы поработали честно, добросовестно, не баловались ничем. Сейчас очень трудные времена. Вот. Пахать надо, навести порядок в республике, чтобы люди спокойно ходили, пожилые, молодые ветераны. Я их поздравляю, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в жизни.